А благотворительность в Бурятии как есть? Ну, что-то СМИ там сообщает нам периодически, как разные депутаты там. Но она же у них датская, у депутатов же благотворительность датская. Мне так кажется. Потому что они не афишируют просто-напросто. Потому что они все такие благородные люди, что и скромные люди, что стараются делать это, что называется, для себя, для души, а не для посторонних глаз. Но тем не менее, когда они там, депутаты наши, едут по районам с новогодними подарками, как Дед Мороза, они об этом громко объявляют. Вот. Или когда там депутат горсовета, владелец крупной торговой сети идет в дом ребенка, тоже об этом как-то громко объявляется. Партия памперсов. Да, вот. Благотворительность, я знаю, она такая. Я знаю, вот группы есть ВКонтакте, которые там, собирают вещи. Что она такая, вот есть какие-то, вот я говорю, группы какие-то, которые вот самоорганизуются и, в общем, как-то действуют, поддерживают там сами себя там. Я часто сталкиваюсь с такой, знаете, стихийно-разовой благотворительностью, когда вдруг там тоже на каком-нибудь сайте возникает там кто-то с сообщением, что вот данному конкретному человеку вот внезапно там стало плохо, там, да, я не знаю. Вот женщина там осталась без мужа, там, у нее столько-то детей, надо ей помочь, там, детей в школу собрать. Раз, весь сайт поднялся, собрались. Вот такие вот. А так, чтобы у нас была какая-то, мне кажется, я не знаю, вы знаете, у нас в городе какую-то серьезную благотворительную организацию, я не знаю. Ну, по крайней мере, я вижу общую тенденцию, что хотя бы появилось понятие, и что-то люди делают. И это уже не шокирует. Ну да, это не шокирует, да. Появилось вот это вот. Одновременно с тем, что мы дичаем, да, и просто кидаемся друг на друга, готовы друг друга убить просто за замечание. Делаешь замечание кому-нибудь, там, как вы себя ведете вообще в общественном месте, тебя просто готовы убить. Вот. А с другой стороны, появилась такая готовность помогать. На уровне вот обычных людей. Я не думаю. С другой стороны, знаете, мы однажды, еще когда я работала в Новой Бурятии, да, мы хотели такую акцию сделать. Мы хотели... Она у нас как-то так не получилась. Может, мы сами не виноваты, не продумали. Мы хотели детей вот... из интерната, из детского дома. Культурно реабилитировать, социокультурно. Мы хотели... Мы не продумывали, конечно, там, мы не писали программу. Вот. Но у нас идея была такая, что эти дети, они же совершенно изолированы от культуры, от культурной жизни. Вот. И все эти выставки, у нас же такая достаточно сейчас же бурная такая жизнь, да? Вот. Все эти выставки, все эти какие-то концерты, какие-то акции, какие-то фестивали, это же все мимо них, они же этого всего не посещают. Вот. И потом, они потом вырастут, это все за пределами их жизни, у них не будет потребности в этом. Они потом родят детей, которым они тоже это не привьют. Вот. И потом это же все-таки как детерминирует, да, облагораживает как-то там. Вот. Это как-то смягчает нравы. И мы хотели вот все-таки что-то такое придумать, чтобы эти дети были вот как-то охвачены. Мы как раз тогда был рождественский фестиваль музыкальный, который филармония проводит. И Ржена Зугдаровна Жамбалова нас очень активно в этом деле поддержала. И мы просто хотели детей привезти на концерт симфонического оркестра. Иркутский оркестр приезжал губернаторский. И они играли такую вот музыку, такую, знаете, вот прям Штраусы играли, там, что-то там,
Чайковского, вальса, ну такую вот как бы популярную классику, которая, вот, что называется, на ухо ложится и сердце ласкает, там и слух, и все. Вот, и потом это все в русской драме, там, ну, мы хотели, чтобы дети вот приехали, вот этот дворец там, да. Вот. Вы знаете, в общем, мы убились искать людей, которые бы купили билеты бы для этих детей. Вот. Потому что все-таки фестиваль, да, это такое коммерческое предприятие. И оно делается для того, чтобы организатор, там, ну, в данном случае филармония, в общем, получил какую-то прибыль. Да? Вот. И, в общем, так никто и не пошел нам навстречу. Да? Никто не купил. Все уже разъехались отдыхать, все уже раздарили подарки по разным районам, детдомам. Все замечательно. Вот. Ни у кого не нашлось там 30 тысяч купить детям билеты. В конечном итоге просто-напросто Жена с Гударом сказала, ну что я в конце концов, там, 50 детей не посажу, что ли? Посажу. И посадила. А потом, значит, началась другая часть истории. Мы измучились искать людей, которые бы нам привезли бы этих детей. Потому что у самого детдома, это был Верхнеберезовский интернат, вот, у них был только микрик. Мы обращались к этим самым, к туристическим агентствам, у которых были свои автобусы. Нет, всем нужно было свои 3500 поиметь с нас. Вот. При том, что, в общем, то есть не сделать детям подарок на 3500, а с нас поиметь. Ну, в общем, все кончилось тем, что, опять же, Жена Зугдаровна сказала, да что я в конце концов, детей не привезу, что ли? И привезла. И увезла. Вот. Ну, это, как вам сказать, это Джамбалова, да? У нее там свои какие-то. Такие нравственно-моральные обоснования и отношения с этой жизнью. Вот. Наверное, не надо забывать, что мама 3 детей. Причем разных возрастов, и это тоже свою такую психологическую роль играет. Ну, собственно, на самом деле мы поняли, что, в общем, это... Мы оказались не готовы. Вот. Мы поняли, что чтобы вот как-то эта акция существовала, на это надо, ну, если не жизнь, то полжизни положить. И мы поняли, что вот как-то, ну, вот мы к этому не готовы. Это вот мы сами. Это, я вам скажу, мы с Настей Рожковой придумали. И что-то мы оказались как-то... Ну, вот это вот первое же столкновение с реальностью, оно нас как-то... Ну, не смогли мы продолжить с ней этот проект. Не знаю, может быть, продолжим. Может, на тот момент времени пришло. Не знаю.